Меня всегда тянуло туда, откуда вышли мои предки. На свою малую родину, в деревню Ямашево Канашского района, прибыл академик Российской академии наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской биофизики факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Юрий Андреевич Владимиров. На сегодняшний день он единственный академик-биофизик из Чувашии родом. В Ямашево он приехал в сопровождении супруги Галины Алексеевны, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации, главного аритмолога Министерства обороны России, полковника медицинской службы, уроженца села Ямашево Владимира Стеклова. Селяне встретили гостей хлебом с солью. Канашской студии телевидения академик Юрий Владимиров дал большое интервью, рассказал о своей семье, науке, исследованиях. Юрий Андреевич, что вас связывает с селом Ямашево? Вы знаете, здесь прежде всего родился и вырос мой отец. Это было очень давно. Отец родился в 1904 году, до революции. Ну, было, конечно, очень бедное село. Ну, оно относительно других было богатое, село было большое. Но все-таки люди, конечно, жили очень бедно. Отец был относительно в богатой семье, потому что дед был, помимо того, что крестьянин, он еще и был мясником у попа. И немножко семье перепадало, вот когда скотину забивали, когда продавали, что-то немножко дополнительное было. И вот на эти дополнительные деньги у деда моего, который я сегодня фотографии увидел, такой, я уже его плохо помню, вот, но сейчас вспомнил, это такой мужчина, крестьянин настоящий, с бородой. Его звали Владимир, я поэтому Владимиров. И у него была мечта дать образование старшему сыну, это моему отцу Андрею. И мой Андрей, мой отец, сначала кончил церковно-приходскую школу в Урнарах, потом поехал в сельскохозяйственный техникум, вот уже не помню где, может быть, тоже в Урнарах или в Шахазанах, не помню сейчас. И там учился. И было очень трудное время, потому что сразу после войны, после революции, сначала после Первой мировой войны, потом после революции, в Поволжье был голод, как вы знаете. Много лет было засухи, и люди зимой умирали с голоду, потому что не было хлеба. И очень голодно было и там, где отец учился. И отец хотел уехать и написал деду, что я, наверное, не выдержу больше, я не могу учиться, я лучше пойду хоть заработаю сколько-нибудь, не на что совершенно жить. И дед собрал последнее, что было в доме. В доме было 12 пар лаптей и последняя краюха хлеба, каравай. И он это взял с собой, проехал там 20 километров от Ямашева, было примерно зимой, там мороз был очень сильный в это время. Привез все это и сказал: Андрей, вот все, что есть в нашей семье. Но я прошу тебя об одном – выучись. Отец выучился, остался, выучился. Чувашская республика молодая послала его, делегировала, в Тимирязевскую академию учиться. Он приехал, он хорошо учился, он способный был, очень трудолюбивый, настойчивый. Учился, стал сначала преподавателем в Тимирязевской академии, защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом. Потом его пригласили заместителем директора в Институт агротехники и агропочвоведения. Потом умер его учитель, академик Пряничников. Это один из лучших наших ученых-агрохимиков, собственно говоря, отец агрохимии советской. И мой отец стал заведующим этой лаборатории, то есть ему был передан жезл от Пряничникова. И я думаю, что если бы он остался жив, конечно, не я, а он был бы первым академиком Чувашской республики, потому что он, конечно, к этому шел. Но он умер очень рано. Для ученого очень рано. Он умер 49 лет от внезапной остановки сердца. Это бывает такое у молодых людей, тут нет никакого. Это случайно, это
гормональной перестройки. Он внезапно умер ночью во сне. И мы остались, вот мама, я и младший брат. Мама у меня не работала, я стал отцом семейства. Вот. Но я был студент в это время. Я учился в университете. Я кончил университет, я кончил кафедру биохимии. Мне захотелось стать биофизиком. Тогда биофизики еще не существовало. Но мне хотелось, чтобы биофизика была. И, по счастью, в это время вдруг организовали кафедру биофизики в университете. Я был первым аспирантом на этой кафедре. И с тех пор моя жизнь связана с биофизикой. Я написал учебник по биофизике, я написал несколько, даже 13 книг на самом деле я написал. Я написал 750 статей на русском, английском языке. И вообще я стал довольно известным человеком, международным ученым. У меня мои коллеги, друзья, это в Англии, в Америке, в Соединенных Штатах. Я там и член международных редколлегий. В общем, я стал ученым таким, каким, наверное, мой отец хотел, чтобы я был. Я сегодня думал, что если бы папа увидел все это, он бы порадовался. Потому что он настоящий чуваш, а я только половина. Вот. И он, конечно, бы очень порадовался. Я думаю, что сегодняшний день для него был бы праздником. Вот. А в науке я занимался биофизикой. Я сделал, как мне кажется, несколько таких, небольших открытий. Например, это смешно, да? Но вот каждый из нас немножко излучает свет. Мы это не знаем, потому что это очень слабый свет, но это очень важная информация. Этот свет говорит о том, что в нашем организме идут процессы, в которых участвуют свободные радикалы. А эти свободные радикалы – это очень такие опасные частицы. Они, в конце концов, приводят нас к смерти, потому что они лежат в основе многих основных болезней пожилого возраста. И атеросклероз, и развитие начала раковой опухоли, и иммунные заболевания, и старческая деменция, то есть болезни мозга, связанные с возрастом. Эти все болезни, к сожалению, они начинаются у нас с вами с молоду. Они постепенно развиваются, и в конце мы обнаруживаем, что мы уже не можем, нас нельзя вылечить, потому что мы уже больны. И эти болезни надо изучать. Вот я изучаю эти болезни физическими методами. Мы разработали специальный метод, который до нас не был. Это хемилюминесценция. Это свечение наших тканей при очень низкой интенсивности. Она оказалась связана с реакциями радикалов. И мы не только сделали этот метод, мы разработали прибор, который сейчас выпускается нашей промышленностью. Он выпускается в небольшом объеме, но он выпускается при моей кафедре малым предприятием, которое этот прибор делает. Мы сейчас проводим этот прибор через Минздрав, чтобы он стал массовым прибором. Но в научных исследованиях его уже используют все. У нас продажи хорошие, люди покупают, ученые, которые его делают. Вот. И мы продолжаем научные исследования, мы продолжаем изучение, и мы работаем вместе с врачами. У меня на кафедре биофизиков, то есть людей моей специальности узкой, 3 человека, 3 аспиранта. А с клинических кафедр у меня 6 аспирантов работает на кафедре. У меня мой ближайший помощник – это женщина, которая кончила химический факультет как химик-аналитик, но она одновременно кончила медицинский институт, и она врач. И вот мы на стыке фундаментальной науки, а я биофизик такой, как бы сказать, по науке, да? Вот на стыке этой науки и на стыке клинической практики мы хотим сейчас сделать науку, которая была бы нужна народу. Вот. Я сейчас встретился с министром здравоохранения, с министром образования Чувашии, с президентом республики. И они мне сказали, что они будут развивать медицинскую биофизику в Чувашии. Они мне сказали, что я должен помочь им, и что мы должны создать здесь хорошую медицинскую биофизику в медицинском вузе. И я им пообещал, что я и сам, и всех своих коллег, и всех своих друзей, и зарубежных ученых я привлеку к этой работе, чтобы мы смогли вместе с замечательными энтузиастами, которых я увидел здесь, в этой стране, мы вместе, чтобы развивали медицинскую науку в Чувашии. Это мой долг, как человека, который наполовину чуваш, и как гражданин России, и как
член академии и как профессор университета. Я по всем этим параметрам должен с вами вместе работать. И я это делаю с удовольствием. И буду это делать с удовольствием. Вы как давно здесь не были? Закройте уши и не слушайте меня. Я последний раз был здесь, когда мне было 10 лет, а мне сейчас 85. 75 лет он не был в селе Ямашево, а своим долголетием и здоровьем обязан своей супруге, признался нам академик. Эта девушка именно занимается тем, что студентов учат найти в базе данных, там, в PubMed, в других, найти нужную статью по нужной теме. Я люблю студентов, и современная молодежь, она очень сильно отличается от нас, студентов. Мы были студентами МГУ также, сейчас я преподаю в МГУ, это другие студенты, но они очень хорошие студенты. Почему? Потому что чаще всего они уже нацелены на совершенно определенные области своей деятельности. И поэтому подходят к преподавателю очень, так сказать, осознанно. Знаешь ты или нет? Если ты знаешь, можешь дать, они тебя ценят. А если не знаешь, не можешь, то они просто тобой пренебрегают. И вот очень важный момент в общении с студентами – это знать больше, чем они. И поэтому я благодарна студентам, мне приходится все время самой учиться. И я все время осваиваю. Я кандидат биологических наук и кончила биологический факультет МГУ. Но в силу жизненных обстоятельств я занялась компьютерными технологиями. И сама освоила этот процесс. И понимаете, что на современном уровне, когда дети со школы этому учатся, мне трудно держать свой уровень. Но я стараюсь, и мне в этом помогают студенты. Я должен выдать один секрет, что Галина Алексеевна, я еще очередной раз закабалил еще больше, чем раньше. Потому что благодаря тому, что она поехала, она встретилась с министром образования, с министром и с ректором, главное, университета. И получилось так, что, наверное, ее будут просить, чтобы вот опыт этого преподавания она перенесла в университет чувашский, чтобы она помогла здесь организовать преподавание по поиску литературы в медицинских источниках. Так что, если нам удастся осуществить наши желания, то я надеюсь присутствовать при таком празднике, как открытие кафедры медицинской биофизики на биологическом факультете. Я бы мечтал об этом на медицинском факультете, да. И, наверное, я бы тоже был очень рад, если бы через какое-то время на медицинском факультете тоже студенты слушали вот этот курс, организовали у себя своими силами этот курс, как искать литературу в мировых источниках. Юрий Андреевич и Галина Алексеевна трепетно относятся друг к другу, радуются успехам каждого, восхищаются новыми победами. Но главная победа в жизни – это семья, говорят они. Значит, у нас дочка и сын. Дочка врач-биофизик. Это значит, что она работает в лаборатории с аппаратурой медицинской и с медицинскими методами. Ну, в общем, она заведующая клинической лабораторией. И сын у нас преподаватель математики в средней школе. Они очень хорошие специалисты. Они, в общем, довольны своей специальностью. Теперь внуки. Внуки у нас самый старший внук. Он кончил физический факультет МГУ, он специализируется по механизму образования нефти и механизму образования газов. И он специализируется по созданию компьютерных программ, которые позволяют оценить качество залежей нефти и возможность их добычи. Он, в общем, геомеханикой занимается. Это такая наука о свойствах пород, в которых нефть существует. Ну, он физик, он математик, я даже не могу рассказать точно о его работе. Но тоже он довольно преуспевающий молодой человек. Мой внук работает сейчас тоже в университете, учится, он кончает аспирантуру, он был в заграничной командировке, он набрал материал по своей кандидатской, он скоро будет защищать. Вот он сейчас сюда приехал с нами, он тоже очень хотел
увидеть свою историческую родину, да. Вот. А второй внук, то есть уже третий внук, да, Заканчивает школу. да, заканчивает школу, да. Вот еще не знает, куда пойдет. Перспективы тоже Да. большие. Ну, в общем, интеллигентные мальчики. Завершая с нами беседу, Юрий Андреевич искренне поблагодарил организаторов встречи, ведь историческая родина жила и живет глубоко в душе всегда. Я очень рад и спасибо большое организаторам, которые меня сюда пригласили. Я им очень признателен. Я очень признателен всем вам, потому что вы меня слушаете. Очень интересно. Спасибо большое. Академик принял участие в открытии Ямашевского музея, был очень рад встрече со своими родными и близкими людьми, которые проживают в селе Ямашево Канашского района. Олеся Григорьева, Евгений Назаров. «Вокруг нас».